С самого утра у биологической станции на колесах очередь желающих стать донором костного мозга. Всероссийская акция «Огонь жизни» добралась и до Ингушетии. В ней принимают участие десятки желающих помочь людям. Пару минут и ваша кровь попадает напрямую в региональный регистр всероссийских доноров костного мозга. Спасти жизнь тем, кто борется за нее каждую секунду, стать причиной исцеления и подарить драгоценную возможность радоваться и быть с теми, кто дорог. Всероссийская акция в Ингушетии стартовала несколько часов назад, а список доноров уже переваливает за десятки. Анкету мы заполнили быстро. Процедура прошла буквально пару минут. Ну, не знаю, насчет боли. Вообще настолько здесь аккуратно и грамотно люди работают, что про боль и это вообще нет. И кроме того, взяли, наверное, пару капель крови, дали вот такой сертификат на подарочный, как бы, и сказали, что и дадут еще подарок. Так что я призываю всех вот, по возможности сдавать кровь, приходите, потому что это очень нужно бывает. Подарки действительно есть. Каждый может выбрать то, что по душе. Здесь интересные термос, кружки, книги, канцтовары и многое другое. Но приходит вовсе не за подарками, а поделиться частичкой доброты. Для Мадины Евлоевой это не просто акция, а благодарность от чистого сердца. Один случай перевернул всю жизнь Мадины. И сегодня она делает все, чтобы тоже спасти тех, кто нуждается. Процедура совсем безболезненна. У донора забирают 3 миллиграмма крови. В 2024 году у меня была такая ситуация, что я сама нуждалась в крови, и мне очень оперативно помогли, поэтому я решила тоже поучаствовать. Работа здесь продумана до мелочей, организована таким образом, чтобы дать возможность каждому стать участником благотворительной миссии. Потенциальные доноры заранее заполняют анкеты, где подробно отвечают на вопросы о состоянии здоровья. Кровь проходит тщательную проверку, и если именно ДНК человека подойдет больному, ему сразу сообщают радостную весть и готовят к процедуре переливания клеток костного мозга. Необходимость огромная. По статистике, каждый 5-й больной онкологией нуждается в доноре. Каждый день есть люди, которые действительно нуждаются в пересадке клеток костного мозга. В первую очередь это люди с серьезными онкологическими заболеваниями. Искусственных заменителей крови не существует. И для таких людей чаще всего пересадка является единственным шансом к спасению. К сожалению, когда в регистре недостаточное количество человек, найти генетического близнеца достаточно сложно. Это означает, что люди, которые находятся сегодня в больницах, могут просто оказаться в такой ситуации, что у них не будет возможности выздороветь. Сейчас есть наш маленький юный подопечный, которому также сделали пересадку костного мозга, и сегодня он находится в ремиссии, его состояние намного лучше. Мы не знаем, кто являлся его донором, но это человек, который нашел когда-то время, пришел на станцию переливания, сдал свои клетки костного мозга и стал донором. Он действительно спас жизнь этому малышу. Такие мероприятия нам очень помогают популяризировать донорство гемопоэтических стволовых клеток, которые очень актуальны для нашего региона, да и в целом для всей страны. Конечно, организация процесса у нас прошла на высшем уровне, благодаря и фонду, благотворительному фонду «Клуб добрых людей», благодаря волонтерам, медикам. Мы довольны тем, что мы сегодня собрались, довольны тем, что мы приветствуем команду Артема Алискерова в нашем регионе. Я думаю, и сегодняшний день будет ознаменован тем, что регистр федерального донора костного мозга будет пополняться за счет жителей Республики Ингушетия. Всероссийская акция «Марафон. Огонь жизни» объединяет все города нашей большой страны. Традиционно с пламенем жизни и надежды в регионы приезжает амбассадор донорства костного мозга, рекордсмен Артем Алискеров. Он сам победил тяжелейшую болезнь – острый лимфообластный лейкоз. Прошел более 30 курсов химиотерапии. Его восхождение на Эльбрус на 11-й день после выписки с больницы стало символом непоколебимой веры человека в жизнь. Артем в Ингушетию приезжает уже во 2-й раз. Помогать для него стало смыслом жизни. И я решил стать этим маленьким ледокольчиком, вот, чтобы показать на своем примере, что эту тему нужно поднимать, о ней нужно говорить. Сама манипуляция не страшная, что всего лишь 3 мл крови из вены, и вы можете стать потенциальным донором и однажды спасти чью-то жизнь. Что может быть важнее? 3 года назад я и представить, конечно, не мог, что у нас такие будут масштабные проекты, направленные на развитие, популяризацию донорства от Калининграда до Владивостока. Поэтому стараемся наполнить информационное поле, рассказать людям, делая какой-то там резонанс. И вот заключительная часть мероприятия марафона «Огонь жизни». Факел надежды пронесут Артем Аскеров и юные спортсмены нашего региона. Бегущие.
Бежим мы за машиной ДПС. Факел – это символ жизни и здоровья. Марафон продолжит свое путешествие по городам России. Рина Цычоева, Новости 24.